Меня зовут Диана, я вообще с Молдавии, мне 21 год. Я хотела бы засвидетельствовать о чуде, которое Бог совершил в моей жизни. В мае 2012 года у меня были совсем другие планы. Я должна была ехать в Питер, а потом я должна была ехать сюда, в Ригу. У меня были уже планы расписаны чуть ли не до Нового года. Но вы знаете, в один вечер раздался звонок, и мне предложили работу в Германии. Сказали, что ты должна дать ответ завтра. И я уже в душе решила, думаю, я поеду на работу в Германию. Ну, думаю, спрошу у родителей, как они. Если они не дадут согласия, то я не поеду. Они дали согласие, и через 4 дня я оказалась в Германии. Я работала там уже 3 недели. И вы знаете, когда проработав уже 3 недели, у меня очень сильно заболела спина. Я поначалу думала, что защемление какой-то позвоночника, не могла понять, что происходит, что очень сильные боли. Вы знаете, когда меня уже начали возить в больницу, врачи не могли понять также, что показывали воспаление, уже показывало крови на 50% заражение крови. Когда делали томограмму, не было видно, что и как. Обследовали все, и легкие, и почки, и все, когда они прослушивали, не могли понять, что происходит. Но когда они уже вскрыли, они увидели, что у меня двухстороннее воспаление легких, которое уже было на протяжении скрытое 2,5 месяцев, уже было заражение всех органов, уже было заражение полностью, уже на 50% крови. Они говорили, что мы ее не сможем спасти. Но вы знаете, когда там, будучи в Германии, в больнице, когда я видела и понимала, что я там никого не знаю, я начала просить: Господи, пожалуйста, помоги мне пройти это, не оставь меня, помоги мне, Господи. Мне очень даже страшно было спросить: Господи, почему или как. Я просто говорю: Господи, ты только помоги мне это пройти, так как я понимала, что это испытание допускал в жизни мне Господь. Бог нас готовит к этим испытаниям, Он готовит людей. Впоследствии этого через время приходит врач, говорит, что у тебя подозрение на туберкулез последней степени, уже это какая-то запущенная. У меня была, знаете, такая тревога в сердце, думала, я никого не знаю, родители не пускали в Германию. У меня была такая тревога, думаю, ну неужели я останусь? И начали уже заходить ко мне врачи, уже в масках, уже я думаю, ну все тогда. Когда мне начала уже идти операция за операцией, когда уже начала, уже полностью, уже моего кислорода не было, уже было 100% кислорода от компьютера, сердце от компьютера, желудок полностью, уже все от компьютера, я полностью зависела от этого. У меня кололи обезболивающий морфий, потом сильнее морфий, такой леденец давали, который в 1000 раз почти сильнее, чем морфий. И они говорили, что он несовместим тем, что мы ей колем, и она должна вообще стать ненормальной. Но вы знаете, Бог и там, я всегда была в здравом рассудке, очень благодарна Господу. Потому что Он всегда подкреплял меня, когда у меня шла 3-я операция. Они говорили, что мы тебе наркоз не будем ставить, так как у тебя уже 3-я в день операции, у тебя пошел миокардит сердца, и ты не сможешь выдержать наркоз, тебе будут делать на живую. Но присутствовала одна сестра, как переводчик с церкви. Она говорит: когда ты, говорит, начала поначалу очень сильно кричать, говорит, а потом ты наполнилась Духом Святым. Ты, говорит, молилась на английском, на немецком. У врача не получалось вскрыть легкое, так как легких уже был, как творог, и запах уже шел такой, как человек, говорит, разлагается месяц мертвый. Но когда, говорит, у него не получалось, ты крикнул на немецком: Господи, помоги, говорит, он смог войти руками в легкие. И тогда я полностью отключилась, была без сознания. Когда меня перевезли в той клинике, мне надо было уже делать операцию 4-ю, легкие, меня перевезли из той клиники в другую. Знаете, и там Бог присутствовал. Шла 4-я операция, 5-я, 6-я. После одной из операций
Я уже немного знала как бы немецкий, уже могла объяснить, где мне болит, что мне надо подать, потому что я была полностью, я не вставала, ничего. У меня от инфекции я была почти в 2 раза больше, чем сейчас. Меня так сильно раздуло, уже сообщали, что у нее почки отказывают, что все уже возможно, что вот-вот, врачи говорили, вот-вот, говорит, мы просто удивлялись, насколько, говорит, жизнь продолжается. Говорит, мы считали, мы уже должны были, говорит, записывать время, когда ты умрешь, потому что, говорит, даже когда папа, говорит, наступал такой момент, когда, говорит, такая была борьба, такая тревога, говорит, когда вот шли молитвы, везде молились за меня, я очень благодарна, может быть, и вы молились, но я знаю, что везде молились, я всегда просила. Папа, говорит, настолько, говорит, аж, говорит, полотенце, говорит, было мокрое, как с самим врагом сражался, так как враг, он наступал, он хотел полностью, чтобы я ушла. Но я благодарна Господу, что Он продлевал мои дни жизни. Когда была после одной из операций, ко мне пришла медсестра француженка, я уже так лежала, говорю, Господи, по-немецки я хоть как-то смогу объяснить, но как я по-французски объясню, где мне болит, как я смогу вообще что-то сказать? Ну, знаете, когда она утром пришла другая медсестра, она говорит, что, говорит, слышала, что, говорит, она только русским владеет. Она говорит, нет, говорит, она всю ночь со мной разговаривала по-французски, говорит, она полностью, я говорила, даже как мне массаж делать, и все, Бог настолько с Духом Святым Бог присутствовал. Я очень благодарна, знаете, какие мы счастливые люди, что у нас есть Дух Святой, который нас сопутствует постоянно, этот подарок, который мы иногда не ценим. Мы не оцениваем, насколько это важно, насколько он нежный вообще в нашей жизни, вы знаете. И когда мне уже вроде как становилось легче, меня перевели из реанимации, я была 3,5 недели в реанимации, меня перевели на стационар, я пролежала 1,5 дня, и тут приходят, говорят, что анализы показывают, что у тебя антибиотики никакие не берут, ничего, у тебя еще все хуже и хуже, тебе опять надо делать операцию, тебе надо опять скрывать каждый орган, доставать, промывать. У меня была такая тревога в сердце, я так плакала, где-то 1,5 часа я никак не могла. Ну, Господи, пожалуйста, утеши, помоги мне, забери этот страх. У меня уже был настолько страх после этих болей, всего. Вы знаете, когда уже мне такого везде, я просила, чтобы молились, такое успокоение было. И когда меня забрали на операцию, они говорили, у тебя операция будет длиться 2 часа. Но, говорит, мы тебе поставим наркоз, ты не будешь ничего чувствовать, ты, если придешь, то через сутки где-то примерно в себя. Но они, я не знаю, или это... Я думаю, что это Господь так допустил, потому что операция шла 4,5 часа, наркоза хватило только на 2 часа, и я, получается, руками, ногами им показывала, все чувствовала, все слышала, но глаза не открывались. Я не могла сказать, ничего не показать глазами, что я все чувствую. Настолько это были такие сильные боли, что даже, вы знаете, мое представление раньше было, что вот как вот я представляла, что вот такие боли — это в аду. Мы даже не представляем, какие-то вот действительно муки сильные — это вот в аду. И я поняла, что если я не начну умом молиться, я не начну просить, чтобы Господь, я просила, Господи, или пускай это будет быстрее, если ты уготовил мне переход, или яви свое чудо еще. И вы знаете, когда они сняли вот этот вот кислород, мне как струя воздуха вошла. Они говорили, что я, когда мне сняли кислород, начала очень сильно кричать, что очень больно на немецком, больно. Они испугались, они забегали от того, что они не думали, что я все чувства не говорили. Они думали, что это у тебя нервный тик, бывает такое во время операции. Когда пришла, там братья и сестры приходили, они говорили, что навряд ли она проживет ночь. Мы делаем все, что в наших силах. Но когда приехали родители, когда врачи пришли, мы говорим, что мы просто удивляемся, насколько она сильная, насколько она смелая. Но я-то понимала, что я не настолько сильный, не настолько я человек смелый. Только Господь меня укреплял, только Господь мне помогал.
И они говорили, что мы верующие, что за меня везде молятся, что мы молимся. Они говорят, да, говорит, мы поняли, говорит, мы, говорит, вы знаете, говорит, молитвами она жива, продолжайте молиться, потому что, говорит, у нее шансов то, что 0, они у нее в минусах. Но, говорит, только молитвами она жива, и продолжайте молиться. Сами врачи, они говорили об этом. Когда мне уже, знаете, начали забирать понемногу обезболивающие, так как мне очень уже большую дозу давали, у меня началась очень сильная ломка. Меня то в жар, то в холод, меня выламывало все кости. Мне казалось, что у меня внутри, вы знаете, как будто полностью отломают тебя. У меня то в жар, то в холод, то у меня очень сильно рвота, тошнота, постоянно вот такое вот изнемогание. Я не спала уже почти месяц, я уже просто просила. И тут проезжали мимо братья с Польши, они трудятся по тюрьмам, бывшие наркоманы. Они говорят, мы проезжали и заехали ко мне, и они говорят, я им рассказывала, что у меня, они говорят, у тебя полностью симптомы, как наркоману не дать дозу, говорит, у тебя очень сильно давали дозу. И это будет еще, говорит, так как тебя очень долго кололи, еще продолжаться где-то неделю-две. Вы знаете, я так стала просить, говорю, давайте мы будем молиться, говорю, я знаю, что Господь, Он силен, забрать я хочу хотя бы часик поспать, ну хотя бы немножко, потому что я уже так устала от того, что я вообще не спала. И вы знаете, когда была такая очень сильная молитва, вот та одежда, которая была на мне, она полностью стала мокрая, я чувствовала, что что-то внутри происходит. Я уснула вечером, я проснулась в 8 часов утра. Я молилась, я благодарила Господа за то, что Он настолько близко был, как я вот с вами общаюсь, вот так вот чувствовала полностью Его присутствие на протяжении всего времени. И после того момента у меня пропала полностью ломка, хотя еще говорили, что у тебя еще будет не знаю сколько. Вы знаете, и Бог меня так постепенно восстанавливал. Они говорили, что я вообще уже не могу, у меня уже во время этих Бог так располагал людьми, всеми, и финансами, и всем. Хотя я приехала к нам на работу, я вот думала, ну все тогда, никого нет, родителей нет, никого нет, я никого не знаю. В церкви я с одной семьей то один день только была знакома. Но ко мне приезжали с утра до вечера, я уже бывала, даже когда уже разрешили приехать родителям, я уже говорила, мам, я уже устала, говорю немножко, говорю, ну пускай не уходят, пускай просто будут, я им, может, не могу, буду говорить. Вы знаете, у меня уже, если бы Бог так располагал людьми, если бы приезжали бы и не делали бы мне массаж, да, то у меня уже начиналась гангрена ног, у меня от того, что не поступала кровь, меня начинало парализовывать левую сторону, но мне приходилось сидеть ночами просто на стуле, хотя голова не держалась, там хоть как они поддерживали для того, чтобы не отказала левая сторона, но Бог тогда присутствовал, потому что, вы знаете, так тяжело было, очень тяжело, но Бог всегда присутствовал. Когда уже после этого пропадал сон, и папа бывал звонил так в 3 часа ночи, говорит, не спишь? Я говорю, нет, не сплю. Он говорит, молись духом, и ты, говорит, увидишь победу. Когда я начинала молиться духом, знаете, я засыпала, я утром просыпалась. Действительно так. Бог постоянно вел. И когда они говорили, что с твоим диагнозом вообще, говорят, не живут, они пришли и сказали, что у тебя тогда через неделю, когда они мне сказали, что у тебя туберкулез, потом через неделю все-таки пришел анализ, говорит, нет, у тебя нет туберкулеза. Ну, я обрадовалась так в душе, думаю, ну, видно было, что нет туберкулеза, что смогут. Они говорят, не радуйся, говорит, туберкулез не знаем, как лечить, а твою болезнь, говорит, мы не знаем, как лечить. Говорит, ну, вообще, говорит, это очень редкий случай, когда вот так. И когда Бог постоянно поддерживал, подкреплял. Они говорили, в твоем случае, говорит, если вот легче были ситуации, говорит, лежат, говорит, по полгода, и потом не знаю, когда встают. Но знаете, когда я сама на свои ноги, хотя я не могла ходить, меня заново учили ходить, меня учили кушать, меня полностью все заново учили. Когда я встала сама на свои ноги, уверенно, пришло очень много врачей, они говорят, такого не может быть. Они просто удивлялись. И когда через 1,5 месяца мне говорили, что ты еще будешь на протяжении здесь месяца, пока ты окрепнешь, ты не сможешь лететь домой. Полететь домой. 7 числа я летела с мамой, была сестре нехорошо в самолете. Маме было также и еще моему братику. Но, вы знаете, Бог меня настолько укрепил, что я никогда в жизни не чувствовала такую крепость в своем организме, как тогда. Я смогла
перенести, получается, полностью две пересадки, все полностью, очень долгий путь был. И там Бог являл мне свое чудо. И когда после, получается, у меня был сепсис по всем органам, были последствия. Мне когда выписали из больницы, они сказали, у тебя грыжа желудка, и это через полгода где-то, только это во время операции как-то произошло, тебе надо лечить, только хирургическим путем лечится. Когда где-то на протяжении 2,5 месяцев тому назад я была на обследовании на Украине, я где не проходила, еще легкие не до конца работают, где-то там еще какие-то нюансы, там еще полностью не восстановлено. И в понедельник у меня должно было быть обследование, получается, желудка. И когда я в воскресенье свидетельствовала в одной из церквей, после меня молились, и, вы знаете, я чувствовала такое присутствие Господне. У меня в душе уже до этого было такое, что, Господи, если в понедельник еще скажут, что там делать операцию, я не знаю, как я смогу это вынести уже. Так очень часто уже, знаете, подходило такое, не то что ныне уже, как бы сил не было полностью бороться до конца. И когда была молитва, в понедельник я прихожу на обследование, говорят, у вас полностью идеальный желудок. Я говорю, поначалу я так удивилась, я говорю, как, мне же грыжу поставили, а потом как бы у меня так мозг вошел, что это Бог тебя исцелил. Еще одно чудо, которое Бог явил мне. Когда у меня после этого не было воспаления, у меня была проблема воспаления всех сердечных сосудов, и они говорили, что это со временем, у тебя сердце восстановлено. У меня, когда где-то что-то немножко не так, у меня постоянно спухали вены, у меня был отек очень сильный. Но вы знаете, когда молились, и я потом заметила, что у меня полностью перестало тревожить сердце, у меня ни боли никаких, ничего. И Бог, и сердце Бог восстановил. Бог постепенно меня полностью восстанавливает. И я верю, что Бог мне, конечно, еще с печенью проблемы, там, еще с кишечником, но я верю, что Бог там постепенно явит свое чудо. Я очень благодарна. Благодарна за ваши молитвы. Держитесь Господа. Дорожите Духом Святым. Пусть вас Бог обильно во всем благословит.